В Сибае много домов, возраст которых насчитывает более 50 лет. Такие объекты имеют не только изношенный внешний вид, но и старую систему отопления, водоснабжения, проблемную кровлю. В городе с 2014 по 2016 годы было отремонтировано 42 многоквартирных дома. В большинстве случаев произведен капитальный ремонт кровли или системы отопления. С 2016 года в перечень работ включена замена лифтового оборудования. На 2017 год у нас запланировано отремонтировать 15 домов. Дополнительно нам дали еще денег на 2 дома. Вот Островского 2, Гаражная 2. Гаражная 2 – это в Туялясе. Это значит ремонт крыши и ремонт фасада. Из этих 17 домов на сегодняшнюю дату в 8 домах уже ремонт закончен, в 2 домах не начат. Это индустриальная 12, это замена лифтового оборудования. На сегодня идет на стадии подписания контракта. Второй дом пока из-за отсутствия денежных средств у подрядчика, но он как бы материалы закупает. В 7 домах ремонты идут. Как известно, капитальный ремонт производится за счет взносов собственников помещений и местных муниципальных бюджетов. Минимальный взнос, размер которого утверждается правительством региона, формирует так называемый общий котел – средства, которые идут на оплату ремонта того или иного многоквартирного дома. Однако, как отмечают специалисты, в данное время наблюдается очень плохая собираемость по взносам. У нас процент сбора упал. Если раньше было 90-93%, то на сегодня уже у нас процент сбора составил 83%. Это отрицательно влияет на работу подрядчиков, поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы за капремонт оплачивали своевременно. Это все-таки наши будущие вложения. На 2018 год мы запланировали порядка с 15 домов также, поэтому при наличии денежных средств мы получим капитальный ремонт и на следующие года. На период с 2017 по 2019 годы в Сибае запланировано отремонтировать 46 многоквартирных домов на общую сумму 139 миллионов 800 тысяч рублей. Насколько сбудутся эти планы, в первую очередь зависит от добросовестности каждого собственника квартиры. С должниками региональный оператор проводит работу по принудительному взысканию долгов. Так, в этом году по республике через суд уже было взыскано свыше 14 миллионов рублей. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.